Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наша бурлящая проблемами жизнь. Это и анализы на титры, скажу честно, безумные события для нас, людей, и стресс для собак. Это операции 3 собак, это лечение Барри, реабилитация Чапи, это проблемы с ушами Дашки, это прилет 3 мелкашей в Москву, это спасение одних кошек из зубов Лаек и лечение простуженных в самолете хвостов. Ни минуты расслабления. Итак, по порядку. Прилетели в Москву 3 мелкашей. Мы в порту, скажи. Вот, приехали в порт, будем сейчас готовиться к вылету. Красотка. Тот самый черно-белый щенок, за которого вы переживали и просили его спасти, прилетел он в Москве. Это 3-килограммовый дедок, которого хозяева сдали в 10-летнем возрасте в ППЖ. Спасен, забрали. И это голубоглазый щенок, спасенный с трассы за 5 минут до гибели. Все 3 в Москве. Так, Лара, вот мы прилетели. Вот. Красота. Голубоглазая красота, да. Вот такая малявочка. Малявочка, козявочка. Все. Сейчас будем выезжать. Так, все, мы выезжаем. Водичку не стал пить, корма немножко сухого поел. Прям голодненький. Все, мы выезжаем. Маленький там стоит на переднем сиденье. Господи, какие огромные собаки. Огромные собаки пьют. Ты такая хорошая. Боже. Ее должны были забрать сегодня. Такая Отказались. хорошая. Все 3 в Москве. Очень жду, кто откликнется на них. Пишите мне на WhatsApp. А сейчас они на передержке, друзья. Итак, друзья, наши бурлящие будни. Нам пришлось срочно оперировать 3 собак. Стерилизовали. У одной на грани пиометры. Нельзя было откладывать. У другой, помимо стерилизации, повреждена роговица глаз. Если не лечить, глаза начнут покрываться бельмом, а потом и ослепнет. Надо было показать врачу, обследовать и назначить лечение. Итак, 3 собаки. Мне надо срочно оплатить операции и обследования. Друзья, помогите. Пожалуйста, проблем очень много. Не тяну. Друзья, белый песик Барри. Это победа. Чудом удалось ногу спасти. Спасибо врачам. Удалось без ампутации, миновали и сепсис. Мальчишка идет на поправку. И ему бы сразу в семью. Опасности для жизни уже нет. Может, кто позовет нас? Напишите мне на WhatsApp. Он замечательный. Его хвалят врачи. Добрый, ласковый, благодарный. Не хочет сидеть в клетке стационара. Хочет к человеку. Хочет играть, гулять. Он очень позитивный. А может, кто возьмет его на передержку? Друзья, ну помогите, пожалуйста. Ему нужна чистота, не вольер, хотя бы на месяц. Он не проблемный, он очень славный. Пожалуйста, помогите, помогите с передержкой. Пожалуйста, если не возьмете в семью, то хотя бы временно на передержку. Никакого сложного ухода за ним нет, только обрабатывать хлоргексидином. Друзья, а теперь хочу рассказать вам о совсем бедственном положении кошек в Якутске. Нравится кому кошки или нет, извините. Кошки, они тоже домашние и тоже хотят жить. Поэтому считаю нужным спасать их не втихую, как я делаю, дабы не раздражать нелюбителей, и рассказать вам, как есть. Раньше кошек загрызали собаки, точнее самовыгульные лайки. Сейчас собак в городе мало. Истребили, но они все-таки есть. И с августа-сентября, осенью, когда начинались холода, в преддверии зимы, мы все же спасали хотя бы бывших домашних, понимая, что это смертники. Они сами просились к человеку, просились в дверь машины, откуда веяло теплом. Что делать? Он так в машину просится. Это кошки, гонимые из всех подъездов.
Там нет подвалов под домами, только трубы. И кошки спасаются на трубах, от которых идет тепло, а в минус 50 их заметает и на трубах тоже. Вот в одном районе на трубах жили 6 кошек, но стало холодать. Повадились бегать туда охотничьи лайки, запрыгивали на эти трубы. Кто-то успевает залезть на трубу и долго висеть, сколько сил хватит, пока внизу лязгают зубами эти собаки. Разрывают они их вмиг, если упадут. Знаете, я не согласна с такой природой. Можно любить или не любить этих животных, но я не могла согласиться с тем, что со дня на день их разорвут. Но передержек в Якутске тоже нет и забирать тоже некуда. Хотя бы на время стерилизации и вакцинации до самолета. Поэтому прививали прямо на трубах, как в полевых условиях, на свой страх и риск, не зная, останутся ли на завтра они живыми. Замерзает. Ночью минус 10. По руке не идет. Глупая. Друзья, я вам рассказывала, как тяжело стало спасать животных. С каждым годом и каждым месяцем все тяжелее. А знаете почему? Люди устают. Ряды редеют из отзывчивых. Остаются только сопереживатели. А это не то. Спасать руками и ногами не с кем. Передерживать не у кого. А те единицы людей, что спасают из последних сил, они переполнены, они замотались и устали. Проделав все процедуры, они хотят быстрее отправить на самолет и выдохнуть. Но нет пассажиров. А в это время другие сопереживатели всего лишь просят о помощи спасти уже других, плачущих. Они не передержат. Они хотят, чтобы кто-то забрал, избегался, прошел все эпостасии, отправил и посадил себе новых смертников. Понимаете? Но не с кем спасать. Мы все-таки понемногу, но отправляем в Питер. Иногда 1, иногда 2 самолета, как повезет. Это в пределах 3 или 7 кошек. И сколько согласятся принять в Питере. И вот, отправка одного самолета недавно 3 кошек оказалась неудачной. Подготовленные, откарантиненные кошки с таким трудом прилетели простуженными. Что произошло в полете или при посадке, погрузке, мы не знаем. Но кошки заболели, и сразу все 3. 2 оказались в стационаре. У рыжего ларингит, воспаление гортани, отказ от еды, температура 44. У белого от переохлаждения упал иммунитет, что спровоцировало коронавирус. Можно долго говорить, как тяжело спасать, и как и почему невозможно не спасать, и какие же нежные и стрессовые, уязвимые эти кошки, но это делу не поможет. Спасли, и нет права их не лечить. Я очень прошу, друзья, вашей помощи. Помогите их вылечить. Кошки, замерзшие при перелете или погрузке. Их сажают последними, и часто они стоят под крылом самолета на всех ветрах. А там уже погода минус, снег и сырость. Друзья, пожалуйста, помогите. Надо оплатить счета. Пожалуйста, помогите, я вас очень прошу. Я не справлюсь. Так жалко этих кошек с таким большим-большим трудом, спасенных в Якутске. И в конце сюжета о кошках покажу вам, как живут якутские спасеныши, оказавшись в Питере на передержке. Согласитесь, оно того стоит, чтобы из того ада и ужаса попасть в нормальную, сытую жизнь и быть пристроенными. Еще много спасенных ожидают свой счастливый билет. И у нас ожидается на этой неделе самолет. Это редкая удача дождаться этот самолет.
Нельзя эту удачу упустить. Нам снова очень-очень нужна помощь. Помощь на перелет и на первый месяц оплаты передержки. Помогите, пожалуйста, я очень вас прошу. Кошатники, вы часто просите меня спасать и кошек тоже. Так давайте спасем. Основную работу делаем мы, порой ругаясь, плача, крича. Но помощь финансовая нужна от вас, иначе все труды напрасны. Помогите им улететь, помогите не погибнуть.